Дорогие друзья, разрешите мне начать не официальное заседание, расширенное заседание ученого совета нашего института, посвященное дню рождения Владимира Петровича Ларионова. Я начну это заседание, обращаясь непосредственно к президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву и предоставляю ему первое слово. Михаил Ефимович, прошу вас. Володя, ты, наверное, помнишь год, когда глубокой осенью мы с тобой поехали по твоим родным местам. Остановились в село Ломтука, это центр села, куда входил место рождения Володи. По пути мы останавливались Алас-Агыкай. Это великолепное историческое место, где в свое время жили Никифоровы. И ты мне рассказывал вдохновенно то, что, будучи ребенком, плохо одетым, босиком, не раз проходил вдоль и поперек этот Алас. Позднее, когда ты учился в школе, вырос, охотился в этом Аласе, в ненастную погоду заходил под балаган, который и сегодня есть, как ты сушил, как принимали хозяева тебя, ребенка, в далекие годы. И, конечно, наша остановка была то заветное место, тот Алас, та юрта 60 лет тому назад, где появился ты. И я должен сказать, эта юрта мастерски исполнена вашим отцом и до сегодняшнего дня стоит крепко. Вокруг юрты сенокосные угодья, пашня, которая сделана твоим отцом. Те далекие годы, когда главным орудием труда был бык и лошадь. В древности говорили, мудрый человек не тот, который много знает, а мудрый тот, кто знает нужное. Я тогда понял, что ты с детских лет понимал самое нужное, что надо учиться, получить специальность. И притом специальность не присущая твоему народу в недалеком прошлом, а именно техническую. Именно эта специальность помогла бы народу подняться. Вот это кредо, что ты знал, нужное. Вся твоя жизнь, здесь товарищи скажут, я хотел бы подчеркнуть человеческую. Сегодня, встретив Володю на улице, даже незнакомый не скажет, что это академик. Один из первых и первый академик народа Сахара. Встретив в детском саду, ребенок, который знает тебя хорошо, не обратить внимания на вашу должность, на ваш титул, на вашу общественную и государственную деятельность. Я хотел бы этот день пожелать. Володя, оставайся, не меняясь, каким был,
таким пусть наш народ, наша республика тебя знает человеком Владимир Петрович Ларионов. Мы здесь вложили свои теплые слова на досуге, в расчете, когда пенсию пойдете. Наш скромный подарок от коллектива правительства, президента администрации. Ну а самое главное, позвольте мне от имени президента Российской Федерации вручить вам орден, от имени президента Республики Саха грамоту за большие заслуги в установлении государственности нашей республики. Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации сотрудников Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук за большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 50-летием основания Центра наградить орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Ларионова Владимира Петровича, академика, председателя Президиума Якутского научного центра.